Нахожусь на том самом месте, где в прошлом году лось подходил ко мне. За сколько там? Ну, примерно 25 лет охоты. Первый раз, первый случай, когда сам по себе лось на мой звук шагов, шум шагов подошел где-то на 30 метров. Ну, он там где-то остановился. Я кричу и стучу по дереву там, без ружья, без ничего там по дереву. Об дерево я стучал, и он, короче, рванул туда, побежали. Там, оказывается, еще теленок, наверное, видно было. Ну, грохот, конечно, от них ужасный был. Да, было дело когда-то, а это дело в прошлом году. Все это дело было. И буквально полкилометра, наверное, остается, где мы встречались с медведем возле реки. Иду потихоньку, возвращаюсь. Тоже вот кругом вот эти ельники. Небольшой яголь у реки. Хорошо тут идти. Прям здорово. Красиво. А? Собакам тоже скучновато. Сколько уже прошагали, кроме рябчиков никого не видели. Ничего не видели. Хорошо, что таких следов нету вот этих, так сказать, у медведей. Так. Тут что за след? Это собаки. Тоже вот присматриваюсь. Обычно глухари тоже бывают, сюда выходят. Камушки собирают, наверное. Каждый год я их здесь вижу. Вон. Все скрипит. Шумит тайга. Может к дождю. Может к дождю. А ты что рядом тут? Давай, иди рядом. Что-то не отходит у меня, и да. Ладно, ребят, выключаю. Может, какая зверюга тут. Что-то не ухти ты рядом. Это нехорошо. Давай, пошли. Тихонько сходим. Понаблюдаем, что тут тревожит Айду. Надо бруснику посмотреть заодно. Пока дождя нету. Я уже на избе. Как последний раз включал камеру. Оттуда я не знаю. Ну, недалеко уже до избы оставалось. Только заречье. Надо было реку перейти. Ничего больше не видели. Ни рябчиков, ничего. С утра, когда мы выходили, здесь рябчики были у реки. А сейчас тишина. Наверное, где-то отлетели, улетели куда-то. Или просто молчат. Там Айда насторожилась. Вглубь тайги я не зашел, а сейчас я перекурю, отдохну. Дополнительные вещи, что мне надо, я возьму. И, наверное, оптический прицел еще с собой возьму. Потому что там ягодливые места будут, сосняк. И если кого увидим, глухаря или кого-то еще, можно с оптическим прицелом прицелиться и подстрелить, если удастся кого-нибудь встретить. Вот. Ем кашу вчерашнюю. Пью чай, отдыхаю и дальше в путь. Сейчас время без 15:11. После 6 мы выходили.
Раз, два, три. Ну, грубо говоря, 4 часа я прошел сейчас. И сейчас, куда мы сходим, до туда как-то примерно тоже уйдет время не меньше 3 часов. А дальше не знаю. Можно еще вечером бруснику посмотреть. Сейчас куда пойдем, там посмотрим. Если нету, в другую сторону еще. В задумках есть одно место недалеко. Можно там посмотреть. Хотя бы за этот поход, ну, литров 10 собрать, нам хватит. Брусники. Вот. Короче, отдыхаю я сейчас. Ланч. Это назовем ланч. Второй завтрак. Вот так. Вкусная каша, хоть вчерашняя. Очень вкусная. Не подогрел, ничего. Хорошо идет. Брожу по сосновому лесу уже, ребят. Такая тропинка вон туда идет. Здесь кусты брусника очень много по всей тайге. Здесь брусничное место, но ягоды нету в этом месте в этом году. Ничего, только вот чернику можно еще увидеть. Здесь у меня самолов такой был. Разбомбил Мишка. Все разбомбил, короче. Капкан еще висит у меня. Все висит. На зиму я не знаю, сколько лет уже я этим здесь не был. Года 3, наверное, уж точно этим капканом не пользуюсь. Вот ящик такой сделал. Вход, там приманку туда вставляешь, ложишь. Такой вход. Сюда капкан и окуниться попадает. Ну, если надумаю, как-нибудь в следующий раз покажу. О, блин. Что-то все падает. Или сгнило уже. Непонятно что, в общем. Дождь начинается. Неприятная погода. Фигово дело. Ну, собака Айда там гуляет, Тулан тут. Тишина вроде как. Никто не взлетел. Ни рябчиков, ничего пока не слышно. Сейчас ходим дальше. Там дальше должно еще интереснее быть. Сейчас я этот коробку как-нибудь установлю. Вон там гвозди, вот здесь на новом месте установлю. У меня здесь крыша была, наверное, как-то снегом. Но обычно медведи, там остатки привады, там запах идет, потом ломает там. Но это видно сам по себе упал от напора снега. Ну посмотрим, я это установлю и дальше пойдем. Не прикрепил ничего, просто на 2 гвоздях висит у меня такой домик. Ой, блин, самый удобный способ поставить капкан. Вот так, и внутри там привада. Птица прыгает и попадает. Не надо мучаться, как-то что-то придумывать. Ну, если на буране можно проехать, такие коробки еще можно ставить. А на себе, конечно, не будешь тоже таскать. Лучше березовый. Ну, как-то я показывал, как устанавливал капкан на куницу. Из березы делал. Из бересты. Все есть в моих видео. Можно посмотреть там. Так. Айда работает, ребята, вовсю. Кто-то тут ходил. Ну и место хорошее тут для глухарей. Каждый год тоже тут их вижу. Бывало. Здесь олени прошли. Но следов мало в этом году у оленей. Один раз, наверное, протоптали. Небольшое стадо прошло и все.
Он как работает, айда. Ухтит все. Хорошо. А этот возле меня. Он как хвостом виляет. Это 100% боровая дичь тут ходила. Боровая дичь. Если звери, он рядом и хвост опущен. А когда боровая дичь, она бегает туда-сюда и хвостом виляет. О, видно, как виляет. О. Слышит, чувствует, чует, то есть. Не слышит, а чует запах. Значит, есть надежда, что можем кого-то встретить. Пусть ищет. Просека. Север, юго-север. Да. Спереди север, а сзади меня юг. Надо перейти в такое влажное сырое место, чтобы дойти до нужной цели. Там еще хорошие места. Там пройдемся еще и обратно. Как и говорил, тут не так сыро, как обычно. В прошлом году по колено воды было. В этом году в обычных сапогах иду. Даже и плотные сапоги не надо. Тулан немножко подустал или ему не интересно. Далеко не отходит от меня. Мам. Айда впереди. Не заблудишься. Тропинка у оленей. Это не лоси, ребята. Это северные олени тут ходят. Каждый год тут топчат. Бывает тропинка еще круче. Когда штук 20 их пройдет. Как я думаю, ну такого такое стадо еще не видел тут. На моих охотах не было, не встречались. А примерно по следу видно, что 20 пройдут там еще. А в этом году так себе. Штук 7, наверное. Даже разок, наверное, прошлись и все. Мало в том году их. Прошлую зиму охотники тоже. Вот в каком направлении иду. Километров 15, там избушки тоже уже на другой реке. И тоже они зимой на рыбалку ходят, ездят на буране. И бывало там зимой каждый раз следы видели у оленей. Много, говорит, тоже. А прошлую зиму их не было. Зато были волки. И волки, наверное, выгнали этих оленей с наших сторон, с наших мест. Там даже возле Бураницы недалеко. Я как-то выкладывал как-то вроде фото в Одноклассниках. Туша там, полтуши было. Лосятина. Волки убили лося и охотники. Да. Не то рябчик, не то показал. Это траву вот попадает топор. Похож на рябчика, свист такой.
звук. Вот так и бродим в надежде увидеть кого-то. Но первый выход на охоту, я особо такого результата с первых дней и не ожидаю. Когда как повезет. Когда как. Вот они прямиком пошли вон. И они такие мелкие, что проходят и не задевают, наверное, вот где-то вот подранок, но, наверное, пробовали вот такой свежий сломанная сосна. Пробовали прикус такой. Это олени любят тоже эти сосны. И, между прочим, мне вот с кем я охотился раньше здесь, кто передал мне эти промысловые участки, он мне рассказывал, что вот если ты новый зачес сделаешь, ну пропинку, вот скажем, вот я хочу здесь вот пропинку сделать, и зачес делаешь, и олени, между прочим, любят эти новые зачесы. Это тот охотник мне рассказывал, по этим зачесам они любят ходить. Насколько правда, я точно не знаю, но бывалый охотник мне рассказывал, который десятки лет тут охотился. Вот так. Ладно. Мелочь неинтересно ему. Медведя, лося давай. А боровая как-то неинтересно. Ну так, по следу так не хватит. Следы тоже надо. Летние, старые. Но определить трудно. Снега нету. Тоже не знаю, когда выпадет снега. Сейчас погода вообще. Обычно 14 октября выпадает, а в прошлом году до ноября она не выпала. Немножко отсырели. Штаны немножко отсырели, потому что дождик такой кратковременный начинался. И все влажное сейчас. Трава. Все. После дождя влажно. Ну терпимо. Ходить можно. Самое главное, чтобы дождя нету. А так, это краса. Ладненько. У меня еще где-то с полкилометра вот такой влажный участок. Как пройду, включусь. Если кого увидим, там такой круг еще с километра по Яголю будет. Небольшой участок, но два я встречаю, я там глухарей. Ради этого и иду. Не поленился и иду. Карабин выпадает с плеч. Вот так. Приходится останавливаться. Ну что, ребята, прошли мы этот круг. Смотрите, какие сосны тут. Место такое хорошее, интересное. Немножко брусника, вообще ягоды мало. И видели только, лично я видел одного рябчика. Больше никого не было, не встречали. И сейчас уже буду возвращаться обратно, потому что толку сегодня уже не будет. Ходили вот
Последняя надежда сегодня была на это место. Такой круг сделал и ни одной птицы. Вот так, вот и первый день так проходит. Без выстрела. Без выстрела сегодня мы побродили. Не знаю, где дичь. Крупная, я имею в виду, глухари. Что-то не видать. Завтра, если планы не поменяются, сходим на старые вырубки. Уже лет 7, наверное, этим вырубкам тоже хорошие места там. Побродим. Побродим там, посмотрим возле вырубок. Если в тайге тишина. Айда тоже активности даже в принципе не проявила в этом месте. Не было такого, что свежие следы где-то она заметила, нюхтила. Нет. Спокойно себя вела. Вот кругом только следы вот эти у оленей. Топтались тут вон. Ходили. Ветер усиливается. Ветер усиливается и что-то дует, наверное, к дождю, может. О, видели как. Южный ветер, между прочим. В тайге и так штормит. Ну что, не будем, наверное, время уже терять. Пойдем обратно в сторону избы. В сторону избы и уже с избы, может, там, если успею еще до темна, посмотрю ягоды. Недалеко от избушки можно сходить. А так, с ружьем сегодня шабаш. Хватит. Натаскал уже сегодня целый день. Вот такие дела, ребята. Нюхтят. Следы. Они копытные ходят. Опять блюет, ребята. О, блин. Показывать не буду. Опять блюет. Что-то и с собакой не то творится. И вчера 3 раза, наверное, блевал. Сегодня что-то блюет. Ай, беда. Что-то не то. Что у тебя вышло-то, хоть посмотреть? Ладно. Что там? Нифига не выходит. Ничего нету. Пошли. Что-то блюет. Уже второй день. Вот и такая походка. Подшучиваю. Походка что-то вялая. А вон, смотрите, наверное, что-то с собакой не то. Пошли туда. Пошли. Все. Пусть идет как хочет. Не буду заставлять. Сейчас придем, молока дам, еще что-то дам вкусное. От молока более как-то, если отравился чем-то, может полезно, много полезного молока. Иногда лечим так собаку или еще какую-нибудь скотину. От чего блюет? Фиг знает. Тулан, иди поглажу я тебе. Лаквал. Не подходит. Осторожный. Лак. Встанет в 2 метрах. Не подойдет. Ай да другое дело. Ай да молодец. Нос холодный. Нос холодный у тебя, да? Холодный нос. А что случилось? Второй день уже блюешь. Ладно. Что с тобой?
Не могу понять. Что-то оно все-таки внутри. А, туда. Что с тобой? Что случилось? Айда. Ну что с вами? Всем одинаково, ласку получаете одинаково. Тут что за шишка у тебя? Или так и должно быть? У Айды маленькая, а у тебя это худой, из-за этого все торчит у тебя. От глистов тоже сейчас буквально 10 дней назад давал лекарство, думал, глисты там, не знаю. Опа, надо идти, ребят. Пошли. Идем. Возвращаемся уже. Тоже у меня капканы. Вот такие коробки я делал. Раньше тоже более плотно занимался этим капканом и охотой на куницу. А сейчас уже лет 3, наверное, уже 2 года точно уже не настораживал капканы, а может и больше уже. Не знаю, что в этом году будет. В принципе, желание каждый год такое. Хочется поохотиться на куницу, а потом сезон придет и или лень, или некогда, или все вместе. Но с собакой надо разобраться, что с ним. Чуть-чуть как будто похудел он. Видно, что похудел. От чего так тошнит его? И жена говорит, один раз уже слышала она ночью, как харкал. Что-то показалось или что там было? Будто зверек какой-то был. Или обман зрения такое. Вот здесь недалеко. Тут. Или ветка упала. Как будто норка прыгнула. Да нет. Обман зрения, ребята. Трава видно как-то. Вот тут. Да. Точно. Подожди. Айда что-то спохватилась. Вот смотри. Так быстро такое расстояние не могла. Не понял. Что-то чувствует она. Она возле меня. Все, побежала. Если куница-то прыжки-то я бы увидел дальше, как он скакала. И залаял что-то она. Залаяла. Входим, посмотрим. Вон она собака лает кого-то.